Вики Кафта, Кол Манили, Вяти Кота, я в эфире. Я вас категорически приветствую, мои замечательные зрители наших пабликов республиканских, в частности паблика «Доска позора». Я разговаривал с админами паблика и договорился, так сказать, о подготовке эксклюзивного контента. Спасибо ребятам за информационную поддержку, но я буквально кратко, если вы не прочитали этот пост и хотите прослушать, так сказать, мою аудиозаметку, кратко расскажу. Вчера ко мне обратились мои приятели, ребята, скажем так, знакомые, с которыми вместе в спортзале занимаемся. Известный клуб нашего города, не будем давать ему рекламу, потому что он известный достаточно. Так вот, выясняется, что он вместе со своей семьей, так получилось, обратился за юридической помощью в юридическую компанию, да, она именно так и называется, расположенная по адресу город Саранск, Коммунистическая, 89, 7 этаж. И эти черти полосатые, другого слова для них не подберу, легальные мошенники, воспользуюсь литературным образом Майкла Коннелли, значит, когда он охарактеризовал словами своего героя, одного и главного героя, адвоката Микки Холлера. Так вот, легальные мошенники, обосновавшиеся вот, значит, по указанному адресу, Коммунистическая, 89, 7 этаж, город Саранск, просто-напросто обирают людей, обирают пенсионеров, обещают квалифицированную юридическую помощь и не оказывают. Знаете, вот буквально года 2 назад были публикации в центральных каналах по поводу того, что надо бы прижучить всякого рода мошеннические, прикрывающиеся юридическим названием фирмы. И, в принципе, если бы не вот там отставка Медведева, там произошло вот примерно в тот момент, то, может быть, эта бы ситуация пошла, мы получили бы адвокатскую монополию, и это тоже не очень хорошо, это отдельная сфера, я об этом пишу, публикую и так далее. Но сейчас мы имеем здесь и сейчас, что целая отрасль, пользуясь, банда, я их не назову отраслью, это банда просто-напросто, на самом деле, группировка жуликов, вот, пользуясь безграмотностью граждан, начинает использовать вот маркетинговые технологии, которые приходят из банковской сферы, а это прям реальные мошенники. Вот. Не буду погружаться в философские диспуты относительно характеристики денег и банков, но конкретно юридической отрасли. Вот эта группировка, некто ИП Королев Игорь Александрович, я даже не поленился, нашел отзыв, вы представляете, значит, был еще 27 ноября, я так понимаю, видимо, прошлого года, значит, о том, что не исполняют никаких обязательств и так далее. Вот черный список людей, Саранск новости, оказывается, и такой есть. И меня, безусловно, это возмутило. Я проконсультировал своих знакомых. Мы доехали до этой конторы, вручили им претензию. Я не буду расписывать сейчас подробно, потому что вам это не особо интересно, многим, да? Вы и так многие жалуетесь, что Сергей Геннадьевич, ты очень много букв пишешь, много рассказываешь. Вот. Но обещаю подготовить свой документальный репортаж, расследование, вот, опубликовать его вместе с ребятами из доски позора по поводу деятельности подобного рода юристов. Вы знаете меня, вы все знаете меня достаточно хорошо. Вы знаете, что недовольные клиенты хулиганили, мягко сказать, портили мое имущество, били мне стекла в кабинете, рисовали фигвамы на стене, значит, дома, где расположен мой адвокатский, тогда уже... Да, тогда адвокатский или юридический, не суть, юридический кабинет. То есть я никогда не скрывался. Если я считаю, что я действую по закону и бьюсь по закону, то, соответственно, и предъявляйте ко мне вот эти вещи. Никаких... Меня, естественно, до глубины души возмущает. Почему? Потому что это не то, что недобросовестная конкуренция. Это вот из таких подонков, которые реально не работают, страдает репутация тех, кто работает. Вот если, допустим, ко мне есть у кого-то из клиентов какие-то претензии, я ни от кого не скрываюсь. У меня нет никакой охраны, что называется. Я пешком хожу по улице. То есть я реально не боюсь отвечать за свои слова. Вот. А эти негодяи, значит, засели, оккупировались, засушукались. Секретарша у них там какая-то сидит. Пафосные крендели выходят, значит. И это все, что, для чего это делается? Естественно, это делается с одной целью, чтобы пустить пыль в глаза и обманывать, обирать людей. Потому что я вижу документы лучше, чем они. Я знаю, какая у нас практика в мордовских судах, а она тяжелая и трудная. Там, чтобы выцарапать, сука, деньги свои последние, надо чуть ли не до Страсбурга дойти. Вот. И тут вот вам обещают легкую победу.
Ну, естественно, ну, блин, мало этих мошенников сажали даже со статусами адвокатов, с корочками. Так еще и к нам нижегородские гастролеры сюда приехали. Это просто безобразие, этому надо препятствовать. Хотя бы тем, что, ну, если вы, господа, граждане, если вы настолько наивны и готовы деньги всем и вся отдавать, ну, купите у меня ненаписанную книгу, я вот начал ее писать, в конце концов. Даже опубликовал, называется «Как не остаться без коровы и без меда». Ну, если уж вам, поддержите тогда меня, как начинающего юридического писателя, если вам денег девать некуда. Хоть какая-то польза будет.